А, ты думаешь, что ты в игре живешь? Ну и что? Ну в игре ты живешь, и чё? Ну ты в игре, да, базара нет. Прежде чем прийти в эту матрицу, в эту виртуальную игру, вы взяли бонус нахуй. Посмотреть на создателя этой матрицы, внутри этой матрицы. И вы посмотрите. Могу ответить одним вопросом на все ваши ответы, блядь. Не вникайте в суть. То, что изучил, блядь, океан или космос. Ни того, ни другого, в принципе, нет. Это все, блядь, мистика, иллюзия. Здесь сама суть того, что ты отдуплил то, что ты в матрице, уже является переходом на следующий уровень. Люди, которые не верят, что они в матрице, не осознают, что они в ней. Они живут счастливее. Если ебать, то только принцесс, если водить BMW или Мерс. BMW нахуй водить. BMW водить пизже, поверь мне, блядь. Но Мерседес тоже хорошая, красивая машина. Но мне нравится больше значок нахуй BMW, да. Я не знаю почему, блядь, вот. Ну, BMW, сука, мне нравится, да. Ну, это просто вкусовщина, блядь. Это вот кому-то нравится, блядь, Мерины, блядь, кому-то Бэхи. Я когда я вижу Бэху на трассе, сука, я кайфую, блядь. Бывает, станешь где-нибудь в пробке, нахуй, в Москве, да, там, на МКАДе, да похуй где в центре, сука, одни Бэхи. Едешь, думаешь, блядь, история. Я-то еду на истории, а они едут на какой-то хуй тебе пластмассовый. А я еду, блядь, на алюминиевой машине. У меня все заебись. Я это понял уже очень давно, слишком давно, как все устроено в этом ебаном мире, блядь, так скажем, если это назвать можно миром вообще, в принципе. Просто зная алгоритмы именно этого мирка, можно зарабатывать бабки постоянно, а их нужно знать. Если ты не знаешь алгоритмы, тебе нихуя не светит, кроме завода, блядь, или улицы мести, или дурником там. Надо знать алгоритмы, блядь. Как все это устроено, кем. Это все понятно, блядь. По большому счету. Сидит нищий тип и знает алгоритмы. В чем-то ты прав. В чем-то ты прав. Если бы ты не знал, кто на самом деле чего добился в этой жизни. Слушай, вот этот нищий тип, который ты говоришь, да, перед тобой сейчас на телеке, там, на мониторе, блядь, который сидит и знает алгоритмы, да. Я ж тебе объясняю, смотри, владеть вертолетом, самолетом, пароходом, заводом в этом электронном мире можно легко. Легко. Схема простая. Всех, кого можно, ты кинул. Всех, кому можно было помочь, ты послал нахуй. Думаешь только о себе, и ты добиваешься всего.
Но летать на вертолетике тебе одному будет скучно, блядь. Владеть заводиком одному тебе будет скучно. Ты захочешь с кем-то поделиться в какой-то момент времени своим богатством, и тебя побреют как соску, как последнюю ебучую соску. Не захочешь поделиться, ну и сдохнешь в одиночестве. Ну получишь ты свой опыт. И что в итоге, блядь? Ничего, а понимания не будет этой жизни, блядь. Ты будешь иметь заводик, но не будешь иметь представление, как это все устроено, а вот это вот скучно, блядь. Я мог в свое время и, блядь, я в отличие от тебя, сука, создавал, блядь, рабочие места. У меня были рабочие, у меня были магазины, блядь. Помимо этого у меня, блядь, фирмы были, нахуй. Всякие там, строительные фирмы, блядь, ну и прочее. Я, блядь, создавал, блядь, рабочие места. Я людям давал, сука, пропитание достойное, ебаный в рот. Мало кто так платил своим рабочим, как я, ёб твою мать. Я никого ни в чем не щеманул. Я платил больше, чем себе, нахуй. Но люди кидают, нахуй. Кидают постоянно, пиздят, все, ну, ебаный болтик они спиздят, нахуй. Он им не нужен, но у них просто вот надо им спиздить, блядь. Я развивал компании, бренды создавал, блядь. Я не буду называть именно эти бренды. Я не хочу, чтобы обо мне знали больше, чем я хочу, чтобы обо мне знали, да. Это не сложно. Это очень круто создать свой бренд, чтобы у тебя покупали именно твои услуги, твой мозг, твой опыт, ебаный в рот. Ведь это все опыт. Моя цель – съебаться с этого электронного мира как можно побыстрее. Помогать себе это сделать я не собираюсь. Ну, где-то помогаю чуть-чуть, да. Но я жду момент, когда я отсюда просто уйду. Уйду и хуй со мной. А ты будешь при своем мнении, таком охуенном, пиздодельном мнении. Ты такой самый умный, нахуй, самая умная утка на планете, блядь. И чё? Как я все это вспомнил? Если ты хоть раз увидишь то, что увидел я, ну вот в те моменты, когда ты выходишь из тела осознанно, неосознанно, по своей воле, да, с помощью техники какой-то, а их очень много техник по выходу из тела, либо в силу каких-то неотвратимых действий, да, когда от тебя не зависит ничего уже. Если ты это увидишь, ты это запомнишь на всю жизнь. Потом ты начнешь потихонечку понимать. Если захочешь дальше как-то, да, узнать, где ты был, как ты был, ты начнешь копать. А копать есть где. Есть литература специальная, техники, сны. Тебя начнут мучить постоянно кошмары, нахуй. Средь дня ты начнешь просто смотреть в точку, находясь в какой-то компании, и вспоминать, нахуй, потихонечку. Ей будет казаться все это бредом, но как ты прочитаешь много литературы тех, кто был там, так же, как и ты, которые также прошли какой-то свой путь, ты начнешь понимать, что ты не один такой, и что они также прошли все это и видели то же самое, может быть, ты видел даже больше, и понял ты немножечко больше. Вот тогда ты начнешь охуевать от жизни, как это делаю я. Смерть физического тела – это больно. Всегда больно. Умирать очень больно, блядь. Если кто-то думает, что он умрет очень быстренько, нахуй, незаметно, это не так. Умирать очень больно. Я пережил 2 клиники, и каждая из них была больная по-своему. То есть, это были разные клинические. То есть, я умирал от удушья, блядь, и от потери крови. Непередаваемые ощущения.
Основные грехи человека какие? Да, посчитаем. Это трахнуть жену, будучи, ну, то есть прелюбодействие, да, кишкоблуденье, уныние, это грех. Нельзя грустить слишком много, это грех, ёпта. По большому счету. Хотя я, блядь, не крещеный, мне вообще похуй. Я могу унывать хоть целый час, блядь, хоть день, но это, блядь, стрёмно. Да? По большому счету. Вот. Зависть и прочие там грехов ебаться в рот. Как бы основных 10 или 12, я не помню. Убийство — это грех, да? Мужеложество — это тоже как бы... Грехов много, блядь. Но кто-то может кого-то убить, а это грехом не воспримется. Есть разные факторы, блядь, что грех, а что не грех, по большому счету. Человек мог убить 1000 нахуй человек, а ты убил его. Это грех или нет, блядь? Кто-то скажет, это грех, будет прав. Кто-то скажет, это не грех, и будет прав, блядь. Понимаете, да? А если человек просто шел и его убили, и он никому плохого не желал, вот это грех. Тут как бы все скажут, это грех, ну ты что, блядь, это прям вот. А если человек спас человека, вот летит самолет, вот война, да? Летит самолет, атомная бомба, нахуй. Умерло, нахуй, 50 миллионов людей. Где-нибудь в Японии, нахуй. Это грех или нет? Это грех. Ну, естественно, а как иначе? А если кто-то до того, как самолет подлетел до точки, его немножечко сбил с нужного курса, он упал в океан. Это грех или нет? Вот она разница, блядь. Нет понятия греха, блядь. Есть понятие, как ты смотришь на ситуацию. Есть разные ситуации. Основные грехи человека какие? Да, посчитаем. Это трахнуть жену, будучи, ну, то есть есть понятие, как ты смотришь на ситуацию. Есть разные ситуации. Я тебе объясню, как я видел в первой клинике. Смотри, когда твое тело отделяется от души или душа от тела, меня встретили тогда кое-какие персонажи, да, бестелесные, которые имели реальную власть над моим физическим телом и моей душой. Они реально имели власть. От их слова тогда зависело, буду я жить в этом теле дальше или нет. Это факт. Это факт. Но до какого-то момента зависело от их слова мое дальнейшее
пребывания в этом теле, в этом мире. Далее, что они мне сказали, если ты сейчас немножечко времени затянешь, ты останешься между так называемыми мирами. Ты будешь не с нами, не с ними, ты будешь между. А это хуже всего. Вот есть души неупокоенные, да, которые отказались лететь с теми, кто к ним прилетел, кто их звал с собой. Так называемый, блядь, рай, да. Есть души, которые не попали в так называемый ад и остались посередине между. И вот это самое, сука, хуёвое место. Но это лучше, чем ад, блядь. Но это хуже, чем рай, блядь. Можно остаться там и не увидеть никого, блядь. Когда ты мне говоришь, увидим ли мы тех, кто нам был близок, не знаю. Надо понять сначала того, кто где остался, блядь. Я заезжал в такие, блядь, дебри на 30 километров от города. Это просто пиздец. Это такой пиздец. Это не Чечня, да? Везде лес. Заводов нет. Магазинов нихуя. Колонки воды налить нет. Рек нет. Озер нет. Ну нихуя нет. Я все хотел увидеть, короче, диких животных. Я знаю, там просто по старой памяти там должны быть какие-то дикие звери, бегать в лесу, там кабаны, нахуй, волки, блядь. Местами должны быть медведи были. Я не встретил никого. Даже лисы я не встретил, сука. Так хотелось. Пару кошек и собак я видел. Ну, местных, деревенских. А деревни 5 домов, нахуй. 5 домов, блядь. Разруха пиздец. Словами, блядь, не передать. Сука, 100 километров от Москвы, нахуй. Такая, блядь, разруха. Я того в рот ебал, сука. Я нашел себе место, где бы я хотел провести старость. Где бы я хотел построить дом. Вот одна деревня из всех тех, которые я видел в детстве. В которых я знал полдеревни людей, а там это было 10 тысяч человек, ебаный рот. Я там никогда не был дома, я просто туда приезжал, кайфовал, знакомился, общался со всеми, да. Я все проехал насквозь, я очень много всего. Я колесил сегодня, почти сутки был за рулем. Я не стал это снимать, но это пиздец. Я просто искал себя в природе. А вот город, он реально, он губит людей, сука. Вот этот мегаполис, блядь, в чем-то двигает, в чем-то губит. А деревня чистые свежие мысли. Воздух охуевший, конечно. Я так нахапался воздуха, я не знаю. Я прям зарядился какой-то энергией от этого воздуха. Деревни были большие, все развалили нахуй. Деревни стали маленькие.
А сегодня просто решил набухаться, блядь. Из всех деревень у меня в память вошла только одна деревня, где люди живут в жопе мира. В самой жопе мира. Но, как мне показалось, живут они счастливо. Но мне было интересно, как живут люди в горах. Это пиздец. Это и круто, и достойно уважения одновременно, блядь. И дико, и страшно. Yo, Tego Calderón, Don Omar, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado. Ustedes no me lo han dado. Я бы, блядь, не смог никогда жить. Почему дико, да? Дико, потому что там такие нахуй змеи, блядь, ползают, что съедят нахуй. Просто укус и ты труп. Людей так, не пугают, как вот природа дикая. Медведи там, это там все есть, блядь. Там перекусят тебе ногу, блядь, и как бы пиздец. Кто тебе даже если помогут, это уже без ноги, нахуй. Но как живут люди в таких условиях? Они вроде бы с одной стороны и прикольные, там свежий воздух, вода, там, блядь, еда, там нет заводов, там все натуральное, там все дешево, там все стоит копейки, блядь. Вот поход в Москве в ресторан, это на одного, на 5 косарей, что-то так перекусил. Там на 5000 можно так нахуй гульнуть, чуть ли свадьбу, блядь, не закатить, ёпта. Там реально самые другие. Продукты вкуснее, намного, люди добрее, блядь. Все с душой, как бы, да. Воздух, вода, солнце в избытке, блядь. А дико от того, что я не люблю... Нет, я люблю туман, блядь, может быть, раз в году, не знаю, 2 в году люблю туман. А люди там живут всю жизнь в тумане. Вот это для меня дико. Жить в тумане, у меня бы крыша съехала, блядь, буду. Я не люблю туман, сука. Там не видно ни пизды, вообще ничего не видно, это же, это пиздец. Как можно жить в тумане? Это может быть хорошо как-то для здоровья, я не знаю, блядь. Но постоянно находиться в тумане, у меня всех кукушка, нахуй. Вот прям, как есть, хуй, я не знаю. Это для меня дико, да, жить в тумане. Сколько я не был на Кавказе, хуй с ним туман. Мы там еще ехали по трассе, а там трасса хорошая. В Чечне, Владикавказ, вот федералка, да, федералка. Не берем вот эти вот какие-то горные тропы, там какие-то дороги, которые не федералка. Это самые лучшие дороги во всей стране, блядь, это надо понимать, нахуй. Там на приорах летают 180, ебать нахуй, как сумасшедшие, нахуй. Для меня это было шок. В тумане 180, прикинь. А там такие крутые повороты и такие затяжные спуски и подъемы. Я не был за рулем, я не был пьяный. Я пил нарзанчик с Кисловодска или Ессентуки с Пятигорска. Я ехал, я охуевал. Это адреналин, это круто. Хуя себе, ты летишь 100 с хуем в тумане, ты не знаешь, что за поворотом. Вообще ты пройдешь его или упадешь на километр со скалы вниз. Это круто, это охуеть как круто. Ни одна дорога, вот которую я проехал за свою жизнь, сука, она не сравнится с тем, что я прочувствовал по пути в Чечню. Когда будет конец человечества, в ближайшие 30 лет, нахуй, нам всем пизда. Да, начнется все из-за воды, нахуй, тогда и конец. Ты все правильно мыслишь, да.
Когда пересохнет одна река в одном конкретном регионе, это Ближний Восток, по Библии, вот тогда и начнется пиздец. Хорошо это или плохо? Похуй, абсолютно. Умрет одно тело, восстанешь в другом. Какая нахуй разница? Ты паришься, я нет, мне похуй, абсолютно. Я понимаю четко, где я нахожусь. Я понимаю, что это кукол, которую мне дали, да? Человечина, блядь. Оболочка на 100 лет максимум. Я понимаю, что это временная оболочка. И это время 100 лет, да? Это понятие только в этом мире существует. Вот это я понимаю. Я не парюсь, я делаю то, что я хочу. Не всегда, но в большинстве. Я сюда пришел поиграть, кого-то из вас научить. Мне ведь изначально, как и вам, при приходе сюда, в это измерение, в этот электронный мирок, в этот мир, блядь, в эту реальность, также стерли память. Однохуйственно, как и всем.